Среди сокровищ культурного наследия каждого народа есть особые предметы, которые несут в себе вековую мудрость, красоту и глубокий смысл. Для ингушского народа одним из таких символов является курхарс – традиционный женский головной убор, который некогда венчал головы ингушских красавиц, становясь воплощением их скромности, достоинства и непревзойденной грации. Данный головной убор носили девушки-горянки, ингушки. Только у нас, у ингушек, бытовал такой головной убор. И этот головной убор символизировал грацию, стать девушки. Курхарс – это не просто головной убор, это целое произведение искусства, сложная конструкция, требующая исключительного мастерства. В его основе лежит легкий деревянный каркас, который придавал ему характерную высоту, конусообразную или цилиндрическую форму. Этот каркас обтягивали дорогими тканями, роскошным бархатом, нежным атласом или сияющим шелком. Он имел несколько видов. За все время бытования ингушей на Кавказе он трансформировался, этот головной убор, от средневековых, то есть от самых древних курхарсов чугал до средневековых, и вот до сегодняшнего дня к нам попали вот эти экземпляры. После вот этого экземпляра цори головные уборы уже, курхарсы уже не создавались, они уже не модифицировались. Просто на смену головному убору курхарс пришла шапочка в виде усеченного конуса, который сегодня вот наши девушки надевают на свадьбу к свадебному наряду. Истинное великолепие курхарса раскрывалось в его отделке. Он щедро украшался золотым или серебряным шитьем, бисером, жемчугом, изящными металлическими бляшками и филигранными подвесками. И вот с тыльной стороны, например, вы можете посмотреть тыльную сторону. Это тоже наши национальные традиционные узоры, которые мы переносим и на курхарс, но обязательный элемент, вот тыльная шейная сторона, она обязательно вышивалась и золотом, и какими-то серебряными ниточками. Вот. И есть такие экземпляры, которые довольно неплохо сохранились, которые сегодня мы можем пересмотреть и сделать аналогичную вышивку, над которыми сейчас, вот над этими вышивками очень много наших мастериц стараются и делают успешные у них результаты получаются. Высота и богатое убранство курхарса символизировали не только красоту, но и социальное положение женщины в обществе. Он обязывал к особой осанке, плавной походке и грациозным движениям, что делало облик ингушки еще более величественным. Конечно, головной убор стоил очень дорого, и его могли не все позволить. Но самая главная его функция была такая, что он отражал то есть статус девушки, девушки-суф, которая могла его носить. Это не просто девушка, она отличалась своим умом, образованностью, сообразительностью. Она умела что-то делать, создавать руками, то есть была на все руки мастерица. И она была очень весома в обществе, потому что к ее мнению прислушивались даже старейшины. Вот источники об этом свидетельствуют. К сожалению, с течением времени, изменениями в быту и влиянием современной моды традиция ношения курхарса начала угасать. Он почти исчез из повседневной жизни, оставаясь лишь на старых фотографиях и в музейных экспозициях. Однако сегодня, благодаря усилиям энтузиастов и истинных хранителей национальной культуры, курхарс переживает свое возрождение. Все больше внимания уделяется сохранению и реставрации этих уникальных головных уборов. Одной из тех, кто с огромным трепетом и мастерством прикладывает руку к этому благородному делу, является Ася Саутиева. В данном случае идет реконструкция детского курхарса, найденного в склепе Цори в 1923 году. И вот этот детский курхарс сейчас реконструируется для того, чтобы уже в отчете представить новую реконструкцию. Ее работа по реставрации курхарсов – это не просто восстановление предмета, это возрождение целой эпохи, передача уникальных знаний и красоты будущим поколениям. Благодаря таким людям, как Ася Саутиева, курхарс вновь начинает сиять, напоминая о величии ингушской женщины и богатстве ее культурного наследия. Курхарс – это не просто элемент традиционного женского костюма, а символ величия и благородства ингушской женщины. А обязательным атрибутом курхарса являются височные подвески.